Регистрация участников семейного фестиваля ГТО проходит задорно. Здесь все получают специальные майки и наряжают друг друга. Семья Лыткиных-Данчиковых – участники конкурса «Семья богатства Коми края». Один из этапов состязаний – семейный фестиваль ГТО. Боевой. Боевой настрой. Посмотрим, на что способны дети в боевых условиях. А то дома не заставишь. Здесь они будут выкладываться, да? А вот растяжка, разминка и разогрев уже в манеже. Настрой и правда боевой у всех участников. Поддерживают их родственники, представители детских садов и школ. Волнение в зале чувствуется. Но все же для многих этот фестиваль – семейный праздник. Мы решили попробовать свои силы в ГТО. У нас уже у папы есть значок серебряный ГТО. И мы решили с ребенком тоже заработать золото. Мама, конечно, не может ни разу отжаться, но ничего страшного, я все равно буду лучше и получу золотую медаль. Первое испытание – бег на короткие дистанции. Начинают дети, бегут 30 метров. На старт! Внимание! Семейный фестиваль ГТО в год семьи проходит впервые, но, по словам организаторов, набрал немало участников. Очень короткие сроки мы набрали семьи, то есть и до уже там первый день мы выложили пост о том, что у нас идет набор команд на фестиваль. И в первый же день там около 20 команд сразу же у нас набралось и так далее. У нас получается уже даже до закрытия, у нас было закрытие, прием заявок 22 числа. То есть и даже вот последний день там у нас 3 или 4 заявки были. То есть итого мы набрали, но это получается за дней 25, наверное, мы набрали столько семей. Мы не ожидали, что столько семей окажется, но мы рады тому, что получилось. Шквал эмоций в манеже. Кто-то из малышей в восторге от дистанции, кого-то расстраивает результат. Но поддержка родителей успокаивает сразу же. Воспитывать у детей любовь к спорту и здоровому образу жизни, формировать спортивные привычки и традиции, а также укреплять семейные ценности. Все это и дает семьям спортивный фестиваль ГТО. Мы сами на азарте начали готовиться. 3 недели мы подготавливались. Каждый вечер это сплочает очень сильно. Вечером расстеливается коврик, вся семья собирается не у телевизора, а у коврика. И мы так приобщились даже к спорту. Родителям предстоит пробежать 60 метров. Затем прием зальных видов спорта. Подтягивания, отжимания, прыжки в длину и наклоны. Лучшая команда представит Сыктывкар на республиканском фестивале. Анастасия Тюрина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.